В Коми в самом разгаре сенокосная пора. Министерство сельского хозяйства республики отмечает, этим летом аграрии региона вышли на заготовку кормов позже, чем обычно. Оно и понятно, подвела погода. Особенно капризы природы влияют на северные районы, где трава и без того поспевает поздно. Выполнить план намерены все хозяйства. Аграрии закупили новую технику, которая значительно ускорит процесс заготовки и обеспечит качественное хранение кормов. На поле побывала и Ольга Коняева. Сергей Бондарь 14 лет в одном из передовых хозяйств республики. С начала нынешней сенокосной страды был лишь один день простоя. Не упустить время – вот главное в кормозаготовке. Работать стало намного приятнее, признается машинист. Трактор с кондиционером, апгрейд по последнему слову. Быстро мотается. В том году, скажем, 100 рулонов в смену, в этом году 250 рулонов в смену. Разница есть, отличие есть. Новый пресс пакует сено в сетку. Трава теперь не застревает в барабане, а значит, тратить драгоценное время на ремонт больше не нужно. Система приемной камеры нового подборщика более совершенна. Скорость работы как минимум в 3 раза выше, чем у русского аналога. В итоге время на упаковку одного рулона сократилось с 1,5 минут до 10 секунд. Еще из новинок – косилки и ухваты для погрузки и укладки рулонов. Благодаря техническому переоснащению работа в сыктывкарском хозяйстве кипит как никогда. Из запланированных 3000 тонн сенажа половина уже готова. Качество самого сырья разное, говорят агрономы. Где было место удобрениям, на тех участках, конечно, трава есть. Где мы их не подкармливали по весне, где не смогли проехать по погодным условиям, где-то было сыро, заболочено, то там, конечно, масса поменьше. В этом году планы по заготовке сочных и грубых кормов в целом по республике выше. Чтобы кормить буренок качественно и вкусно, аграрии закупили 8 новых комплексов техники на 30 миллионов рублей. 70% затрат возместит бюджет республики в виде субсидий на техническое перевооружение. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Федоров приезжал, он абсолютно правильно указал, что те же самые соседи, которые живут у нас в таких же условиях, и Архангельская область, он называл там и Карелия, да, дует больше, чем мы. Поэтому вполне реально мы, в принципе, можем получить такие удои, упор сделав именно на собственные корма, сочные. Сейчас одна коми-корова в среднем дает примерно 4000 литров молока в год. Повысить результат можно и за счет качества кормов. Главное, чтобы небесная канцелярия не подвела. В августе аграриям еще предстоит заготовить силос. Ольга Коняева, Антон Ворожищев, телеканал Юрган.